Поехали. Ну, я тоже хочу присоединиться к поздравлениям и поздравить всех с Рождеством Христовым. Да, и я благодарен вам за то, что вы нас пригласили. Вот, очень приятно здесь быть с вами. Спасибо за внимание и за руку общения. Для нас это очень ценно. Вот, и я лично имею доброе свидетельство в своем сердце о вашей церкви. Вот, да, мы видим свидетельство жизни у вас. Я знаю некоторых членов вашей церкви, и они так любят церковь. И это тоже очень приятно. Поэтому мы благословляем вас и желаем вам, чтобы вы еще умножались, распространялись. Аминь. Ну, а меня зовут Роман. Я с Уфы. Это, значит, столица Башкирии, Россия. Мне 30 лет. У меня есть жена и 3 детей. И, значит, было непростое детство. И такая лихая юность. И в итоге это привело меня к тяжелой наркотической зависимости. В 18 лет я стал употреблять героин. Да. И все это затянулось на 6 лет. 6 лет хватило вот так. Потому что картина была очень печальная. Было все разрушено, все потеряно. Перестал уважать самого себя. Вот, потому что жена моя кололась вместе со мной. А потом стал еще колоться ее братишка родной. И еще уже не первых десятых лет кололся их папа, мой тесть. И вот представляете, что такая атмосфера. Целый дом наркоманов. И когда уже казалось, что все, ну просто безнадежного выхода нету, приходит Иисус в нашу жизнь. И приходит так сильно, так слабо, что уже сегодня не только мы верующие, я и моя жена. И не только ее братишка, который кололся, а другой братишка, который никогда не употреблял. Он сейчас молодой, ему 19 лет, и он тоже сильно уверовал в Иисуса Христа. И сейчас он студент библейской миссионерской школы. И также еще моя родная сестра теперь уже ходит в церковь. И еще одна моя двоюродная сестра недавно закончила у нас здесь реабилитацию. И она тоже сейчас крещенная духом, водой. И тоже будет готовиться к библейской школе. Слава Иисусу! И наше покаяние началось так, что в нашу жизнь пришли миссионеры, которые сказали, что жив Господь, что может все изменить. И мы хватались как вот за этот спасательный круг и поехали в реабилитационный центр, который находится в Калининграде. Вот, и там Господь коснулся нас. Это сильно очень было на самом деле. И я считаю, что Бог дал мне очень сильное покаяние. Все перевернулось. Я не знаю, сколько времени я плакал, 2 недели, месяц, не знаю. Но я постоянно плакал. И такое, вы знаете, было ощущение, вот встретил такого родного, близкого, дорогого, с которым больше никогда не хочется расставаться. И потом наступил такой момент, когда я решил посвятить свою жизнь Богу и на служение Ему. Интересный момент был, что мы тогда с Лаурой жили, ну как говорят, короче, во грехе мы с ней жили. Гражданским браком. Я ей говорю: Лаура, я хочу служить Богу. Я хочу посвятиться Ему. Я не знаю, как Он нас поведет. Я знаю только, что у нас церковь миссионерская, поэтому могу предполагать.
что нас Он может повести далеко. Ты со мной? Я говорю, я делаю тебе предложение. Она говорит, нет. Все очень были удивлены. Я говорю, ну хорошо, нет, так нет, я за Бога. Прошло несколько дней, и она сказала да. И потом уже нас благословили, мы стали мужем и женой, и были посланы на миссию. И еще такой момент один. Вот эта песня, которую сегодня мы пели, это была первая песня из христианских песен, которых я услышал. Мне тогда было 21 год, я еще был наркоманом, и я был в розыске. Да, и был вынужден уехать в другой город. И там было место, мы там жили с ребятами. И вот я впервые там встретился с верующими. И один узнал мои проблемы, узнал, что я жил в цыганской семье и так далее. И подарил мне еще тогда еще кассету с цыганскими христианскими песнями. И вот я помню, ставил себе по ночи плеер, потому что неприлично было плакать в том окружении. И тогда уже Бог тоже меня сильно касался. Вот это были первые песни, которые я слушал много лет назад. Я взял Библию, помню, приехал домой в табор. Говорю, Лаура, я встретил верующих. Они такие счастливые. Я думаю, что может нам попробовать что-то. Может у нас что-то изменится. Она говорит, она посмотрела на меня и сказала точно такие слова. Ромка, я не думала, что ты у меня такой лох. Что так легко могут тебя обмануть. Ну и в общем я разочаровался, никто не поддержал, я снова взял шприц. Ну и вот еще несколько лет. Ну может я так маленько запутал. Вот, может ты что-то хочешь сказать? Потом я продолжу. Да? Я хочу сказать, что мы уже такое приличное время вместе. Мне было 16 лет, мне было 17 лет, когда мы познакомились. Вот, и Рома вообще украл меня из табора. Вообще в другой город. Вот. Но мы не думали, что наша такая вот романтическая история придет к наркотикам. Но я хочу сказать, что наркотики пришли раньше намного в мою жизнь, чем в Ромину жизнь, вот, потому что 15 лет я уже была наркоманкой. И я хочу сказать, что у нас вот 3 дочки есть, старшая девочка, ей уже 13 скоро будет, она взрослая. Я благодарю Бога, что Бог так сильно изменил мою жизнь, потому что мои дети, вы знаете, вот 3 вещи, о которых я стала думать, когда я пришла к Богу, я пришла с пониманием, что об одном, что я наркоманка, и мне надо просто избавиться от этого. Но когда я поняла, что Бог меня избавил от наркотиков, что дал мне свободу, потом Бог мне открыл, что Он меня не просто от наркотика спас, Он меня от ада еще спас. Потом Господь открыл мне, что вообще то проклятие, которое пошло на моих детей, которое шло из рода в род, как родители и бабушек, которое пришло как бы в мою жизнь, да, и оно помогло пойти на моих детей. Вот. И слава Богу, что Иисус пришел, потому что мои дети, они теперь не повторят. У них будет другая жизнь, у них сейчас другая жизнь, потому что они возрастают в благодати Божьей. Можно еще, да? Ну и значит, мы были посланы на миссию. И первая наша миссия была в Калининградской области, в городе Советск. Мы приехали туда и учились послушаться Богу, делать первые шаги веры, и служили там по насаждению церкви. Наркоманы, ну и другие тоже. Вот. И потом Бог призвал нас в Литву. И сегодня мы тоже вот в Вильнюсе трудимся для Господа. Для нас это честь. И это не просто громкие слова. Это действительно наше сердце. И я благодарен Богу также, что Бог привел нас в церковь, в которой есть вот это видение.
идти до края земли и нести Евангелие. И мы верим, что в церкви должны быть не только прихожане, а что должны также подниматься ученики Иисуса Христа, которые понесут Евангелие в народ. Как когда-то в мою жизнь пришли миссионеры и сказали об Иисусе. Вы знаете, поэтому сегодня миссия — это часть моей жизни. И сегодня вот мы трудимся в Вильнюсе. И недавно 2 года мы праздновали в церкви нашей. Первого крещенного человека 2 года прошло. И тоже стараемся проповедовать везде, куда Господь ведет. В цыганском таборе, в тюрьмах, в центре города. Вчера было хорошее время. Очень много людей приходят посмотреть шоу лазерное. И мы воспользовались этим моментом. Пришли, пели, проповедовали Евангелие, раздавали людям Библию. Мы не можем сегодня сказать, что мы такие вот, как бы уже спецы или такие мы успешные, там, и так далее. Нет, не так. Мы учимся, вот, проповедуем и хотим прославить Господа. Иисус однажды сказал такие слова, что всем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Вот это я всем нам желаю, братья и сестры, чтобы мы много плода принесли. Я раньше, знаете, как-то скромничал, вот там все. А потом увидел желание Бога, Он хочет, чтобы много плода мы принесли. И теперь я молюсь, я говорю, много народу надо, много учеников, много помазания, чтобы обилие было. И мы вам тоже этого желаем. Вот чтобы сегодня, в этот праздник рождественский, в вашем сердце родилось желание принести много плода для Господа. Вы можете сказать, а ты много плода принес? Пока нет. Но хочу учиться. Если надо смеяться, чтобы принести много плода. Это поможет нам Господь. Аминь. Вся слава Иисусу.